Воркута, Сыктывкар и Усинск лидируют по количеству жалоб на нечищенные дворы. Причем больше всего нареканий приходят именно с Заполярья. За неделю в Центр управления регионом поступило 64 сигнала от воркутинцев. Но по факту получается, что почистить отдельно взятый двор для управляющей компании сегодня зачастую то еще испытание. Чаще всего в этом виноваты сами жильцы, которые игнорируют сообщения коммунальщиков и не убирают своевременно машины. Виктория Палкина лично в этом убедилась. На уборку стандартного сыктывкарского двора уходит чуть больше 2 часов. А ведь почистить можно было и быстрее, и качественнее. Но водителю крупногабаритной техники приходится демонстрировать чудеса вождения. Как вы видите, работает большой трактор с 2-кубовым ковшом. Техника длинная. Для того, чтобы развернуться, нужно много места. Эти машины мешают, потому что также, если пошел большой пласт с дороги, можно повредить транспортное средство. И приходится такие участки оставлять непочищенными. Своей снегоуборочной техники в парке большинства управляющих компаний нет. Приходится договариваться с частниками, а они в сезон тоже на расхват. Объявление о том, что будет производиться чистка территории, появилось на подъезде этого дома за сутки. Но как минимум 5 автовладельцев решили, что их машины никому не помешают. Это все должно быть на ответственности каждого. Каждый житель должен ответственно относиться к этим делам. Если есть автомобиль, они должны понимать, что чистка снега обязательна, и надо в этом как-то немножко помогать людям, которые этим занимаются. В этом дворе технике работать куда удобнее. Самую узкую часть проезжей территории удалось вычистить идеально. Такое объявление уж точно увидели все. Хороший у нас двор. И люди тоже хорошие. Вот смотрите, все убрали свои машины. Впрочем, даже в этом дворе есть забывчивые автовладельцы, а потому парковка осталась неубранной. Впрочем, это не помешало вывести на полигон больше 20 кубометров снега. К слову, не все управляющие компании проводят такие генеральные уборки. Многие складируют снег во дворах. И если такие залежи мешают передвижению техники и пешеходов, сигналов ждут в столичной мэрии. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган.